Смотрите, куда-то вы будете собираться, либо это какое-то желание, да, желание куда-то пойти, что-то сделать, может быть, с кем-то встретиться, просто в магазинчик забежать. Будете собираться, а потом все-таки не пойдете. Да? Отложите свой поход, поездку, выход из дома и правильно поступите. Что это вот либо погода, либо вас кто-то отвлечет. Может быть, телефончик зазвонит, да, и вот как с подружкой начнете общаться, либо с кем-то из родственников. И слово за слово так время и пройдет. Как отложенный поход, отложенная поездка. И почему-то с правой стороны. То есть это хорошо, что вы не пойдете. Это к лучшему, что вы не выйдете и не пойдете. Так, еще лодка-якорь. Лодка-якорь. Но здесь, скорее всего, вы определитесь с чем-то. Вот сами для себя с чем-то, либо с кем-то определитесь. Дадите очень четкую, конкретную и точную характеристику. Сделайте, наконец-таки, свой окончательный выбор. Может быть, даже как какое-то даже действие, да, укрепляющее свой выбор вы совершите. Ну, ваша лодка бросит якорь. Лодка очень светлая вышла, а якорь большой и тяжелый. То есть, опять же, с правой стороны это к лучшему. Хорошее решение, либо лучшее из всех возможных решений вы примете в ближайшие 48 часов. Это касается и вашей жизни, и вашей судьбы, и вашего, и ближнего, и дальнего будущего. То есть очень правильное, конкретное, я бы даже сказала, капитальное решение, хорошее решение, которое сопутствует, помогает и укрепляет. Так, не думайте там о дурном, не пытайтесь сами себя там напугать и никого не слушайте. Все вы делаете правильно. Просто вот идеально правильно. Тьфу-тьфу-тьфу. Так, с левой стороны. С левой стороны мне выходит человек, который где-то застрял. Застрял либо в чем-то, либо где-то. Да, застрять можно в проблемах, застрять можно в другом городе, застрять можно на работе, там, не знаю, под машиной, да где угодно можно застрять. Вот застрял человек, очень хочет успеть, либо вовремя приехать, либо выполнить какое-то свое обещание. Ну, вы все разные, у каждого по-своему отыграется, но не может вырваться. Ну, так иногда бывает. Может быть, не предусмотрел ситуацию, может быть, что-то не просчитал, а может быть, в принципе, да, вот волей судьбы так это вышло, да, застрять получилось. А может быть, по вине каких-то злых обстоятельств так получилось. Ну, что сказать. Вас, конечно, это расстроит. Скрывать я от вас этого не буду. Но, тем не менее, не впервой. Да? Не впервой. И хуже ситуации были. Жаль, конечно, что человек застрял. Но это ненадолго. Это ненадолго. Ну, бывает. Все в жизни бывает. Да? Тем более я вижу ваше настроение. Вы как-то философски к этому отнесетесь. Скажете, ну, окей. Да, я что-нибудь другое придумаю, либо чем-то другим займусь. Так, и еще. У меня здесь вышел образ человека, которого кто-то дергает как за веревочки и заставляет, даже не просто принуждает что-то делать. Такая огромная тележка, доверху набитая проблемами, делами, какой-то работой, и еще как нахлебники, да, эти паразиты какие-то там присутствуют, как восседают на вершине этой тележки. И вот на вас эту, значит, тележку спихивают и говорят, ну вот все, давай, иди, работай, разбирайся. Вы в роли Золушки, да, перед которой злая мачеха поставила огромное количество задач. Если честно, будет обидно. Вам реально будет обидно. Вы скажете, ну ё-моё, ну что такое, да? Ну почему все самое мерзкое, тяжелое, невыполнимое, все на меня сыпется? А с другой стороны, вы человек обязательный. Вы все, что вам поручают, вы всегда все делаете, совсем разбираетесь. Много работы, много заданий, большая ответственность. Может быть, вы планировали как-то отдохнуть, расслабиться, каким-то делом заняться. Но, к сожалению,
немножечко все по-другому получается. Так, и мои хорошие, вижу, что вас еще будут какие-то мысли посещать в процессе работы, этой ответственности, о том, что все надоело, хочу что-то поменять, может быть, там работу поменять, может сменить вид деятельности, может быть, куда-то уехать, переехать, ну, вот какую-то перемену вы захотите. Это очень позитивная мысль, и вам нужно над ней поработать. И, возможно, при удобном случае эту мысль воплотить в реальность. Ну и правда, вижу, что из вас прям веревки вьют, тянут с вас все силы. На работе, в семье, может быть, даже как пользуются вами родственники. Ну не должно быть так, это неправильно. Тяжело, вам вижу тяжело. Хоть вы совсем справляетесь, но все равно это тяжело. Так, еще какой-то попрошайка у вас на пороге. Кто-то что-то у вас будет просить. Выпрашивать. Может быть, там кто-то из соседей придет, да, что-то попросить. Может быть, кто-то из знакомых. Может быть, на работе кто-то из коллег. Ну, вижу, что просят. Причем просят таким хитрым образом. Вам могут рассказывать жалобные истории, а вы типа сами предлагаете, говорите, давай я тебе дам, либо давай я тебе помогу. Да? Ну, типа человек не при делах, я ведь не просил, да, это ты сама проявила инициативу. Знаете, ну как-то тоже некрасиво. Вы слишком добросердечный и жалостливый человек. Вот и просят. И вот все, кто просит, как я понимаю, да, ну влево смотрят, скорее всего, долги вам не возвращают. Да, для вас ничего не делают. У вас берут, но для вас ничего не делают. Ну, видите как, надо что-то менять. Менять в себе, надо менять прежде всего отношение к себе, да, больше себя уважать, больше себя ценить, тогда окружающие тоже будут к вам по-другому относиться.